В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. За развитие сотрудничества в Абхазии находятся представители Федерации абхазских культурных центров в Турции. Госдума ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении. Когда оно вступит в силу? Актуальный репортаж программы. Праздник для детей. Новогоднее представление в Абхазском театре. В Абхазию с рабочим визитом приехали представители Федерации абхазских культурных центров в Турции. О целях визита и о встречах в Сухуме репортаж Сарии Смар. Пути развития отношений с абхазской диаспорой в Турции. Вот основная цель приезда представителей Федерации абхазских культурных центров в Турции на историческую родину. Сегодня делегацию, возглавляемую Ахмедом Хапатом, принял министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Черикба. Несмотря на сложившиеся взаимоотношения России и Турции, связь с абхазской диаспорой в Турции не прекратилась. И это главное, отметил министр. На сегодняшний день Федерацию абхазских культурных центров возглавляет Ахмед Хапат. Он поблагодарил за теплый прием и выразил надежду, что связь абхазской диаспоры в Турции с Абхазией будет только укрепляться. Далее встреча продолжилась у первого вице-премьера Абхазии Шамиля Адзенба. Основной темой разговора стало изучение родного языка представителей абхазской диаспоры в Турции, обмен студентами, создание программы общения для подрастающего поколения. К нам приехали наши братья познакомиться заново, хотя мы друг друга давно знаем, рассказать о планах и как-то сверить позиции. И тем более в свете сегодня осложнения турецко-российских отношений мы прекрасно понимаем, что там огромнейшая наша диаспора, связь с которой мы не имеем права вновь прервать, потерять. И нам надо сверить позиции и как-то вот найти такую тактику, стратегию, которая бы позволила добиться главных наших задач, это объединение нашего народа. Мы один народ, и это вне всякого сомнения. Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос выдачи абхазских загранпаспортов. Необходимо выработать такую концепцию, чтобы не создавались проблемы с выдачей паспортов абхазам, проживающим на территории Турции, отмечалось на встрече. Сария Смар, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. 22 декабря Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации ратифицировала соглашение между Абхазией и Россией о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Какие еще процедуры должно пройти соглашение, прежде чем оно вступит в силу, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Амры Амичба. Соглашение о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии, было подписано министрами двух стран в апреле в Сочи. 22 декабря соглашение ратифицировано одной из палат Федерального собрания – Государственной Думой. Теперь документ должен ратифицировать Совет Федерации. Затем проект федерального закона поступит на подпись к президенту России, после чего закон и вступает в силу. Как только это случится, пенсионный фонд Российской Федерации и центральные органы в Москве, и Краснодарское управление, и Адлерские, которые занимаются непосредственными, они в полном, как говорится, вооружении готовы. Только получим отмашку, мы сразу начнем перерасчет этой пенсии. То есть наши граждане должны будут получить практически за весь год вот ту доплату своей пенсии. Соглашение о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии, предусматривает надбавку к пенсии в размере 8% за 2015 год, а в последующих годах, в 2016 и 2017, надбавка будет выше. В республике на сегодняшний день получателей российской пенсии свыше 32 тысяч человек. Средний размер их пенсии составляет около 6 тысяч рублей. С 1 января 2015 года устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в том случае, если общая сумма этой пенсии не достигает среднего уровня пенсионного обеспечения в Южном федеральном округе. В нынешнем году доплата составит примерно 600 рублей, в следующем – около 800 рублей. Министр труда и социального обеспечения Абхазии уточнил, что после вступления в силу соглашения надбавку за весь 2015 год пенсионеры получат единовременно. В суммарном выражении она составит около 7 тысяч рублей, в зависимости от назначенной пенсии. Те, кто получает уже более 10 тысяч, они уже доплату не получат. Будут получать только те, у которых пенсия не доходит до этого уровня. Для того, чтобы постепенно выровнять.
Стоит отметить, что и до вступления в силу соглашения размер пенсии уже повысился у пенсионеров, так как в России произведена индексация пенсии. Сурен Кирселян напомнил, что получателям российской пенсии, согласно федеральному законодательству, в обязательном порядке каждый год надо проходить перерегистрацию, то есть процедуру подтверждения факта нахождения в живых. Мы сейчас, когда человек, гражданин приходит и мы проводим эту регистрацию, то мы обязательно, по крайней мере, работники об этом знают, они должны уведомить человека, когда в следующий раз он должен прийти. То есть он не должен прийти по истечении 12 месяцев, он должен прийти хотя бы на 2 месяца раньше, для того, чтобы мы успели эту информацию собрать здесь у нас, отправить в Адлер. Порядка 2000 пенсионеров до сих пор не прошли процедуру перерегистрации и, следовательно, не будут включены в списки получателей пенсии. Сурен Кирселян попросил поторопиться запоздавших пройти перерегистрацию. Амра Беслан Джинжоля, Абхазское телевидение. Развитие частного бизнеса – одно из условий существования современного государства. По этому пути движется и Абхазия. Финансовые вливания в государственный бюджет и внебюджетные фонды в основном идут за счет предпринимательской деятельности. Об этом наш следующий сюжет. Основной вид деятельности компании «Премиум» – оптовые продажи продуктов питания, кондитерских изделий, детского питания, алкогольных и безалкогольных напитков и табачных изделий. «Премиум» – одна из крупнейших компаний по величине налоговых отчислений в госбюджет и самая активная по проведению рекламных мероприятий в сфере торговли Абхазии. Клиентская база компании – более 750 торговых объектов. Складские помещения, собственные оптовые склады расположены во всех крупных городах и населенных пунктах страны. Компания «Премиум» внесла в бюджет и внебюджетные фонды в виде налогов за 11 месяцев 2015 года свыше 74 миллионов рублей. Если говорить по отчислениям налогов, то на сегодняшний день за 11 месяцев текущего 2015 года мы уже на 6% превысили отчисления в госбюджет касаемо налогов. В Абхазии работают 2 оператора сотовой связи – Аквафон и Амобайл. Мобильная связь доступна во всех городах и других населенных пунктах республики, обеспечивая доступ к современным технологиям практически все население страны. Компания Аквафон – первый оператор сотовой связи в Абхазии. В 2007 году у нее появился конкурент – компания Амобайл, созданная при участии правительства страны и местных инвесторов. По данным Минэкономики, за 11 месяцев текущего года компания Аквафон пополнила госбюджет и внебюджетные фонды более чем на 250 миллионов рублей, а компания Амобайл более чем на 150 миллионов. Достигнутые успехи предопределены усилиями сотрудников обеих компаний, нацеленных на постоянное развитие достижения результата, соответствующего потребностям и ожиданиям клиентов. Компания Амобайл действительно является крупнейшим налогоплательщиком в Республике Абхазия. И в этом году, я думаю, по итогам года мы превысим сумму в бюджеты разных уровней по налоговым платежам и приравненным к налоговым платежам. Для нас это очень большой, высокий показатель и один из плановых вообще показателей, которые мы планируем, это, безусловно, увеличение налоговых платежей в бюджет. Для такой компании, как Амобайл, такая социальная нагрузка, обязательство уплачивать налоги в бюджет, это очень важно. И мы стремимся, у нас уже достигнут практически абсолютный уровень прозрачности всех бизнес-процессов. В условиях современного рынка и жесткой конкуренции фирма «Вина и воды Абхазии» постоянно совершенствуется. Технологические линии розлива на предприятии автоматические, итальянского производства, отвечающие современным требованиям, как и все остальное оборудование. Мощности предприятия нацелены в основном на экспорт продукции, ассортимент, который постоянно расширяется. Производство же абхазских выдержанных и коллекционных, так называемых марочных вин, представляет собой не только коммерческий интерес, сколько творческую работу. Эти вина сегодня можно купить в разных регионах Российской Федерации. За 11 месяцев текущего года компания «Вина и воды Абхазии» пополнила бюджет страны и внебюджетные фонды более чем на 170 миллионов рублей. Если говорить о видах начисления доходов в бюджет и процессе их оборота, то, как известно, доходы государства формируются из платежей физических и юридических лиц. Они собираются в виде налогов, сборов, которые в дальнейшем зачисляются в государственный
государственный бюджет. Наибольшую прибыль государству приносит сегодня частный бизнес, о необходимости поддержки которого говорится на всех уровнях власти. Рената Шака, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Сегодня в нашей программе прямой эфир. Гость передачи «Открытый вопрос» – председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия. Тема разговора в прямом эфире – итоги банковской деятельности за 2015 год. Сегодня в Сухуми блок оппозиционных сил Абхазии провел слушание по политико-правовой оценке событий мая 2014 года. Выступившие на слушаниях выразили свою точку зрения по поводу произошедших событий. Представители оппозиции полагают, что митинг 27 мая 2014 года изначально был направлен на свержение действовавшего президента и называют произошедшее государственным переворотом. Член Политсовета партии Амцахара Анри Джергеня считает, что парламент Абхазии не выполнил в то время своих обязательств по защите Конституции и законов республики. Джергеня заявил, что для стабильного развития страны необходимо распустить парламент и назначить новые президентские выборы. В связи с тем, что тема моего выступления не предусматривает уголовно-правовой анализ событий мая-августа 2014 года, могу сказать, что в действиях всех должностных лиц и граждан, принимавших участие в вышеупомянутых действиях, предусматривают признаки статей 2002 и 276 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Я, конечно, понимаю, что ответственность по этим статьям реально может наступить в случае неудавшегося переворота. В данном же случае можно говорить о состоявшемся захвате власти, поэтому и расследовать, и привлекать к ответственности виновных некому, так как на сегодняшний день они сама власть, да и снимать неприкосновенность с депутатов тоже никому. Тем не менее, общество должно знать, что произошло в мае 2014 года. Хотел бы задать вопрос, имеют ли моральное право участники свержения легитимной власти, в действиях которых содержатся признаки статей Уголовного кодекса, управлять государством? Блок оппозиционных сил Абхазии будет и в дальнейшем со всеми предоставленными Конституцией и законами Республики Абхазия бороться с нынешней властью, так как никаких надежд на то, что она в своей деятельности будет руководствоваться законодательством, нет. Самый справедливый выход, на мой взгляд, из создавшейся ситуации – это самороспуск парламента и досрочные президентские выборы. Делегация МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квицения приняла участие в праздновании 25-летия МЧС Российской Федерации. Торжества прошли в Государственном Кремлевском дворце. Российских спасателей и гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья приветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. Затем состоялся праздничный концерт. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Абхазский драматический театр и компания «Амобайл» организовали для ребят новогоднее представление. Современный сюжет известных сказочных и мультяшных персонажей вызвал у ребят бурный восторг. Кульминацией мероприятия, как и положено, стали Дед Мороз со Снегурочкой и подарки от компании «Амобайл». Сотовая компания «Амобайл» буквально заполонила фойе Абхазского драматического театра подарками, воздушными шарами. И все это для учащихся школы, лицея-интерната. Традиция организовывать новогодние праздники для детей и дарить подарки от компании «Амобайл» существует уже достаточно давно. В этом году «Амобайл» с удовольствием поддержал инициативу Абхазского драмтеатра и получился добрый, светлый новогодний сюрприз – спектакль по произведению известного русского драматурга Александра Островского «Снегурочка», режиссер Мадина Аргун. Сегодня такой чудесный день. В Абхазском драмтеатре состоялась премьера нового спектакля по пьесе Александра Островского «Снегурочка». Первый день всегда ажиотажный, первый день всегда он волнителен для актеров и для зрителя очень трепетен. Буквально несколько минут назад завершился спектакль. На мой взгляд, он прошел очень хорошо, очень успешно. Дети были счастливы, дети были довольны. Представители компании убеждены, что подобные акции должны проводиться как можно чаще, а «Амобайл» ежегодно проводит их по всей стране. Запланирован еще ряд мероприятий. В
В канун Нового года мы, взрослые, должны сделать все, чтобы дети ощутили приближение чего-то волшебного и сказочного. Необычайное представление подготовили для них в Абхазском драматическом театре. Сегодня тут премьера, и первыми это представление увидят учащиеся Сухумского лицея-интерната. В разные годы выпускниками лицея были видные деятели искусства, политики, деятели культуры. Сегодня здесь воспитывается наше новое поколение. Мы очень надеемся, что праздник, который мы для них подготовили, и то представление, те сладкие подарки на долгие годы останутся каким-то теплым воспоминанием в их сердцах. Но самое главное, чего ждали дети, это, конечно же, сладкий сюрприз. Подарки достались каждому. Спасибо большое театру и компании Mobile за то, что предоставили такую возможность. Это было очень красиво, очень интересно и все впечатляло. Мне понравилось все. Все было хорошо. Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, все были хорошие. Спасибо большое театру и Mobile. Родители и учителя благодарны компании «Амобайл» и Абхазскому драматическому театру за внимание к детям. В Новый год исполняются желания, и дети больше всех этого ждут. А увидеть сказочное представление и получить подарок – это настоящий сюрприз. Нас пригласила мобильная связь «Амобайл», за что мы очень благодарны. В нашей школе в данный момент учатся около 200 учащихся. Для каждого ученика, несмотря на возраст с 3 по 11 класс, на каждого ученика, как и ранее, сделаны подарки, за что мы благодарны. Спасибо огромное. Новый год – самый волшебный праздник. Подтверждение этому – сияющие улыбки на лицах детей и исполнение заветных желаний. Каждый день до 5 января в 11 и в 13 часов в Абхазском театре ждут ребятишек на новогоднее представление. Рената Шакая, Астамур Гужба, Абхазское телевидение. У главной елки столицы сегодня собралось по-особенному много детей. Праздничное представление с множеством подарков, игрушек и шаров для них организовало Сухумское отделение политической партии «Единая Абхазия». Для сельских ребят были заказаны специальные автобусы, но особое внимание было уделено детям из Сухумской вспомогательной школы. Мы собрались и решили сделать что-нибудь приятное для маленьких детей. Новый год — это значит елка, это Дед Мороз, это сказка. Мы обратились к группе, к талантливой группе аниматоров, и они нам сегодня показывают сказку «Питер Пен», совершенно новая сказка. В ходе этой сказки мы детям будем дарить подарки, дети также будут читать стихи новогодние, петь песенки, танцевать, и наиболее отличившиеся получат подарочки. Ребят, а вы пиратов боитесь? Нет? Мало для детей в последнее время представлений. Хотелось бы, чтобы им было интересно. Начинаем. Все здоровы? Я не слышу. Все здоровы! Становитесь по порядку на веселую зарядку. Приготовились? Начнем. И все вместе попоем. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4-6, днем плюс 9-11 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.